Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. Жительница Нерюнгри поверила аферисту и лишилась 50 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что по ее паспортным данным кто-то пытался получить карту их банка. Женщина ответила, что не пользуется услугами этого банка. Тогда он решил подойти с другой стороны и спросил, есть ли у нее карты других банков, на что потерпевшая ответила, что есть. Он сообщил, что с одной из ее карт пытались несанкционированно снять деньги и необходимо заблокировать карту, но сначала нужно снять с нее деньги и через банкомат положить их на номер электронного кошелька, который он назовет. Он убедил ее, что деньги вернутся ей обратно в течение одного рабочего дня. Женщина выполнила все названные действия, но деньги обратно не вернулись. Тогда потерпевшая позвонила по номеру горячей линии банка и сообщила о случившемся, на что ей ответили, что номер, с которого ей звонили, не принадлежит сотрудникам банка, а она общалась с мошенниками. В Нерюнгри мужчина украл аккумуляторные батареи. По его собственному признанию, он планировал их продать. Выяснилось, что 20-летний уроженец поселка Чульман уже не раз привлекался к уголовной ответственности за воровство. Ночью, проходя мимо одной из автостоянок города, он перелез через забор и стал искать что-нибудь ценное. Увидев на одном из грузовых автомобилей две аккумуляторные батареи, которые были плохо закреплены, он украл их. Затем он вынес похищенное за территорию стоянки и спрятал неподалеку в лесном массиве. На следующий день молодой человек вывез аккумуляторы на автомобиле и спрятал у себя дома. Однако продать их он так и не успел. Похищенное у него изъяли, а в его отношении возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит срок до 5 лет. Под Иркутском задержали мужчину, пытавшегося убить знакомую в лесу. По сообщению Следственного комитета ему предъявили обвинение. Пострадавшая сама рассказала, как молодой человек встретил ее, когда она шла домой. Силой заставил сесть в машину и вывез в лес, где избил, а после нанес несколько ударов ножом в грудь. Женщина также показала следы от ударов на голове и раны на груди. По ее словам, мужчина также угрожал ее матери. По версии следствия, нападавший оставил жертву в лесу и скрылся. Женщина осталась жива благодаря тому, что сумела добраться до автомобильной дороги. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Мужчину обвиняют в покушении на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Я сказала, говорю, Максим, хватит. Я, говорю, поняла, что я виновата, что я была не права, прости. Он сказал, нет, от Юрия Даниловича один шаг. Он сказал, или я тебя сейчас добиваю битой, или я тебя бью ножом. Когда я легла на землю, он мне навел сюда вот на грудь нож. И заколотил его туда. И вкрутил его, прокрутив. Когда он видел, что я еще живая, он воткнул второй раз и сказал, какая живучая. Потом третий раз он мне уже его нанес с такой силой, что, и так сильно провернул, я уже поняла, что начала терять сознание. После чего он вытер об меня ножик, сказал, а теперь прощай. Переступив через меня, он уехал. По меньшей мере 2 человека стали жертвами сильной грозы с наводнениями, обрушившимися на южное побережье Франции. Одна женщина числится пропавшей без вести. Подробности в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. Южное побережье Франции в минувшие дни оказалось во власти сильных гроз, ливней и наводнений. Гигантские волны обрушились в субботу на побережье города Вильфранш-сюр-Мер, прямо рядом с Ниццей. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как на набережную выбрасывает пришвартованные лодки. По данным местных изданий, жертвами стихии стали по меньшей мере 2 человека. Один мужчина был найден мертвым возле города Мюи, примерно в 50 километрах к востоку от Канн. Второе тело нашли в расположенной неподалеку деревне Кабас. Одна женщина числится пропавшей без вести. В Каннах звучали сирены и предупреждения о приближении опасного шторма. Людей призывали укрыться в безопасном месте и не выходить на улицу. В воскресенье местная жительница сняла последствия грозы в городе. Потоки воды на улицах, затопленную набережную Круазет. В воскресенье дожди в регионе продолжились, хотя и утратили интенсивность. Синоптики сообщили, что уровень воды должен упасть в течение дня. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.